Впервые в Якутске 24 апреля пройдет конкурс бэк-вокалистов, победители которого смогут стать участниками совместного концерта звезды якутской эстрады Сахай и известного французского исполнителя шансона Рене де Лагард. Культурное мероприятие пройдет 30 апреля в культурно-досуговом центре Европа. Началось все с того, что на нас вышли с Франции представители французского шансонье Рене де Лагард. Он выступает с репертуаром непревзойденного Джо Дассена. У него очень шикарные тембры, да, и он очень красиво поет. И мы как раз вот думали, с кем же из наших звезд якутской эстрады он мог бы спеть в дуэте. Соответственно, недолго думая, мы сразу вышли на нашу приму звезды якутской эстрады, на нашу прекрасную Сахаю, у которой очень шикарный голос и шикарные данные. Да? И, конечно же, она с нами согласилась, и началась работа, творческая работа по проекту именно вот дуэта Сахай и Рене де Лагард. Соответственно, для данного дуэта и данного музыкального проекта нужны были какие-то дополнительные вокальные возможности. В связи с этим мы решили организовать конкурс бэк-вокалистов, чтобы выступление было на уровне, как говорится, и, соответственно, песни, ну и произведения, такие как вот «Далида», песни Джо Дассена тоже, да, прозвучали тоже на хорошем профессиональном уровне. Интерес со стороны молодых людей к этому проекту организаторы почувствовали сразу. На кастинг пришло много желающих, но пройти его смогли только 10 человек. В итоге прошли, значит, наши молодые люди. Они проходят третью неделю уже обучения у известных вокалистов, таких как Николай Робек, Наталья Стручкова. Их замечательно знают наши звезды, исполнители якутской эстрады, не только, да. Они вот проходят обучение, изучают песни, у них готовятся новые номера. Это не только дуэты, но и новые исполнения в виде квартетов, трио и так далее. Стоит отметить, что среди участников есть как и вокалисты, которые давно этим занимаются, так и непрофессионалы, у которых опыта в этом деле почти нет. Опыта в пении, вокальном вообще искусстве, да, скажем так, не было. Я полностью любитель, дилетант, пела на кухне, дома, как бы могла просто там идти по улице и себе под нос что-то напевать. А такого достаточно уровня уже, да, такого опыта не было. Как бы единственное то, что вот, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, где вот и были некоторые вот азы, что ли, положены вот именно вообще в музыке, скажем так, да. Вот. А уже конкретно по вокалу, то такого не было. Сама звезда шоу Сахая подчеркнула, что это очень важный проект, у которого нет аналогов в Якутске. Мы просто выходим на сцену и поем с нашей фонограммой, со своими бэками, а здесь уже свои вот будут певцы, которые будут нам помогать в качестве бэк-вокалистов. И это будет другое совершенно звучание. И то, что немаловажно, мы много работаем с живым звуком, с живой группой, поэтому выходить с живой группой и с бэк-вокалистами будет это как бы новая ступень, может быть, для нашего музыкального искусства. 24 апреля во время конкурса жюри выберет 2 лучших бэк-вокалистов, а 3-го победителя определят сами зрители. Кто же станет победителем конкурса и украсит своим голосом пение якутской примы Сахай и французского шансонье Рене де Лагард? Следите за событиями на ЕСИА. Евдокия Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСИА.